Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер еще раз. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунни». Мы продолжаем обсуждать самые важные новости сегодняшнего дня. Поехали. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с государственным секретарем по иностранным делам и делам Содружества наций и развития Великобритании Домиником Раабом и пригласил Лондон присоединиться к платформе по деоккупации Крыма. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины. Вот что говорится в ведомстве. Голова української дипломатії подякував британському колезі за незмінну позицію Великої Британії щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів, а також відзначив практичні кроки Сполученого Королівства на підтримку обороноздатності України та впровадження реформ. Политический эксперт Владимир Воля с нами сейчас на прямой связи. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго здоровья, салям алейкум. Алейкум салям. Ну вот относительно переговорной площадки международной по деоккупации полуострова. Как вам видится, какая это может быть переговорная площадка и будет ли к ней присоединена Британия? Британия, по моему мнению, подключится к этому механизму однозначно, потому что у Британии есть свои четкие принципиальные позиции, и есть определенные спорные проблемные моменты в отношениях Российской Федерации. Кроме того, Британия была одним и является одним из моторов санкций, введения различных санкций против России за различные нарушения Российской Федерации норм международного права. Хоть это касается нарушения Крыма, то есть аннексии Крыма, хоть войны на Донбассе, хоть отравления различных бывших разведчиков и политиков. То есть тут однозначно Британия выглядит как то государство, которое может стать одним из активных участников Крымской платформы. Какие еще страны должны принять участие в этой платформе и какая она, по-вашему, должна быть? Из серии нормандского формата, какое-то ограниченное количество участников на уровне лидеров или же все-таки более широкое? Пока что нельзя говорить о том, что Крымская платформа будет как площадка переговоров, потому что Россия, как мы уже много-много раз от нее слышали, отказывается тему Крыма обсуждать вообще. Не говоря уже о каких-то переговорах, даже вот если брать в качестве примера нормандский формат. Поэтому Крымская платформа это долгосрочный инструмент для того, чтобы удерживать тему аннексии Крыма в фокусе мировой политики и время от времени оказывать определенные напоминающие и, возможно, инструмент политического давления, придумывать какие-то, задействовать для оказания влияния на Российскую Федерацию и для консолидации мирового сообщества вокруг проблемы возвращения Крыма. То есть это могла бы быть такая вот группа стран, которая бы разработала механизмы давления на Российскую Федерацию, правильно я вас понимаю? Да, механизмы давления, они, возможно, тут пока что чисто символическими, но в любом случае Крымская платформа должна, как мне кажется, в первую очередь стать форумом, то есть показать консолидированную позицию государств мира, осуждающих аннексию. И чем больше будет в этой Крымской платформе участвовать в том или ином качестве государств мира, тем будет более показательным и более значимым выражение позиции мирового сообщества. Если мы, допустим, в этой платформе будут участвовать не только западные государства, но и многие государства Азии, Африки, в том числе сопредельные с Россией и имеющие серьезные торговые отношения, то таким образом мы сможем показать, вот смотрите, на самом деле можно говорить о каких-то голосованиях, где-то там что-то, да? А вот мы теперь видим отдельный клуб, такой себе клуб сторонников
возвращения Крыма под суверенитет Украины, то есть сторонников, противников действий России по аннексии Крыма. Вот прежде всего это клуб. Клуб сам по себе, который должен показать, насколько какой части мирового сообщества неприемлема политика Российской Федерации в отношении Крыма. Ну а то, что касается механизмов воздействия на Россию, то пока что каких-то механизмов, способных оказать вот именно такое однозначно эффективное влияние в том смысле, что вот Россия откажется от Крыма, пока таких механизмов нет. Возможно, они появятся со временем. И вот ситуация геополитическая изменяется, и в любом случае, независимо от того, какой будет геополитическая ситуация, в рамках этой платформы стоит, возможно, действительно искать какие-то механизмы, консультации проводить для того, чтобы, возможно, как это будет правильно сказать, координировать какие-то усилия международные, в том числе вот соблюдение санкций, какие-то информационные инструменты, какие-то дипломатические, да, то есть что-то нужно делать однозначно. Ну вот смотрите, а как быть с тем, что вопрос Крыма поднимается и так сегодня на различных международных площадках? Организация Объединенных Наций, Парламентская ассамблея Совета Европы, ОБСЕ, принимаются различные резолюции по правам человека, про нарушение прав человека на территории Крыма. Вот сейчас Украина готовит 2 резолюции. Одна коснется прав человека в Крыму, другая коснется милитаризации полуострова и Черного Азовского морей. То есть международное сообщество, как мы видим, и так нас поддерживает. Можно долго размышлять на тему того, насколько те санкции, которые они вводят в отношении России, эффективны, но так или иначе они есть. А что поменяется? Что изменит эта платформа? Если в ней не будет России? Если в ней не будет России, вы понимаете, если Россия в эту платформу входит, это может означать, что Россия готова вернуть Крым хотя бы на каких-то условиях, да, уйти из Крыма. Но до тех пор, пока Россия будет категорически отрицать для себя и для всего мира такую возможность, ее в этой крымской платформе не будет. И до тех пор крымская платформа не будет площадкой, полноценной площадкой для переговоров именно о возвращении Крыма под суверенитет Украины. То есть там, в принципе, даже никакая платформа, да, не нужна для того, чтобы Россия, как страна, совершившая аннексию и оккупацию, просто ушла. Для этого никакие переговоры не нужны. Для этого достаточно, чтобы Россия просто ушла, как нарушитель международного права. Поэтому для платформа, этого нужно она ее важна. вернуть в международное право. Платформа важна для того, чтобы все время, пока вот Россия упирается, не собирается возвращать Крым, чтобы тема Крыма звучала и звучала масштабно. То есть постоянно, чтобы можно было демонстрировать, что вот смотрите, есть вот клуб, и он на самом деле никуда не делся. Почему? Потому что если не будет такой платформы, будут говорить, да, все, тема Крыма, она ушла. Вот, кстати, по примеру санкций видели... Вот к санкциям вернемся. Извините, я вас перебью. Просто к нам сейчас подключился народный депутат Украины, фракция «Европейская солидарность» Олексій Гончаренко. Давайте его свяжем. Пане Олексію, чуете нас? Ага, нет, сорвался, к сожалению, Алексей Гончаренко. Попробуйте, пожалуйста, перенабрать его еще раз. Да, пане Володимире, я слушаю вас. Относительно санкций. По поводу санкций, так вот, было уже несколько информационных волн в информационном пространстве Украины, что вот, мол, там кто-то что-то делает, это значит, что все, кто-то с кем-то договорится, там будут ослаблять санкции и так далее. А вот смотрите, прошел саммит Украина-Евросоюз, и там, так сказать, от первого лица, то есть руководство Евросоюза, этот миф, эту волну информационную разрушило, четко сказал, что никто не собирается ослаблять антироссийские санкции до тех пор, пока не будут устранены причины, по которым эти санкции... Алексей Гончаренко к нам вернулся. Давайте его подключим и продолжим. Пане Олексію, чуєте нас?
Чую вас, але погано. Пане Олексію, у мене до вас таке запитання относительно международной платформы по Крыму. Как вам такая инициатива от президента? В каком случае она будет эффективной в вопросе деоккупации? Любая инициатива по Крыму, я приветствую любую инициативу, потому что наша задача максимально везде поднимать вопросы Крыма. И если в этой платформе будет участвовать Европейский Союз, то это очень хорошая и правильная инициатива. Посмотрим, каким образом она будет реализована. Украина везде, на всех площадках должна поднимать тему Крыма. А в каком случае такая международная платформа по деоккупации будет эффективной, если, очевидно, в ней не будет Российской Федерации? То есть это будет просто... Очевидно, что Российская Федерация не собирается быть ни в какой платформе по Крыму, и она об этом четко говорит. Но это не значит, что не нужно такие платформы создавать. Даже ради одного того, чтобы вернуть Крым в повестку дня. Это уже того стоит. Угу. Какие страны должны принимать участие в этой платформе? По-вашему? Чем больше и чем более влиятельные будут эти страны, то есть США, Франция, Германия, в целом Евросоюз, хотел бы там видеть и Канаду, и другие страны, лидеры западного мира. Какая функция должна быть этой платформы? Вот собрались страны, которые нас поддерживают. Это вот должно быть очередное высказывание недовольства, непризнание оккупации, или все-таки она будет каким-то образом работать и принимать какие-то решения? Но это вопрос не ко мне, это вопрос Владимиру Зеленскому. Чем более она эффективнее будет, тем, понятно, лучше. Но в сегодняшних условиях высказывать недовольство и просто напоминать о Крыме — это тоже уже что-то. Потому что, к сожалению, особенно последний год о Крыме говорится очень мало. Спасибо большое. Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, фракция «Европейская солидарность», был с нами на прямой связи. Пане Володимире, чуете? Так, чую. Да, вот мы говорили с вами про санкции, что Шарль Мишель выступил и четко сказал, что Европейский Союз придерживается позиции относительно санкций в отношении Российской Федерации. Но так или иначе, вот сейчас, как видится, украинская дипломатия, Украина занимается сдерживанием этих санкций, которые уже есть. А как вы думаете, что должны делать сегодня мы, чтобы эти санкции были ужесточены? Ужесточить санкции можно лишь в том случае, если Российская Федерация предпримет еще какие-то действия, которые станут для западных держав поводом, чтобы санкционный пакет по Крыму нарастить, увеличить. Это не зависит от Украины. Вот если, допустим, какая-то будет информация о серьезных нарушениях гуманитарных прав, масштабных нарушениях, очень масштабных, или какой-то однозначный вред в результате оккупации для значительной части населения, то это повод для того, чтобы добиваться. Но мы видим, вот смотрите, в судах же, да, по поводу геноцида есть и так далее. То есть вот такие вещи, которые связаны с нарушениями прав, их сложно провести через международно-правовой механизм, потому что все суды, доказательства и так далее. Вот дождемся, каким будет вердикт суда ООН, и возможно, что если будут иски Украины удовлетворены, то тогда, да, встанет вопрос относительно, перед многими западными государствами встанет потребность, и Украина может тему санкций, усиления санкций актуализировать. А что касается, вы сказали, Украина удерживает санкции, то есть я имел в виду, наверное, я понял, что поддерживает, да? То на самом деле... занимается сдерживанием вот тех санкций, которые сегодня есть, чтобы они не были послаблены. Поддержанием, то есть чтобы их никто не снял, да, не чтобы ослабил. их не сняли, конечно, да. Да, украинская сторона в данном случае главный смотритель за санкциями, за тем, чтобы эти санкции соблюдались. Мы видим много примеров, когда пытаются обойти кто-то эти санкции. Да? Вот в таких смыслах, да, Украина является таким прокурором и контролером самым серьезным за тем, чтобы санкции соблюдались до мельчайших подробностей. Если же в целом говорить о санкциях на уровне государств, а не соблюдении их отдельными компаниями, то Запад даже гипотетически не рассматривает вопрос, чтобы санкции ослаблять. Поэтому вот чтобы не обходили отдельные компании и отдельные физические лица,
так сказать, западные эти санкции. Это да, Украина в этом смысле играет, наверное, самую главную роль. Что касается государств, вот меня спросили, я не успел ответить, и Алексея спросили. На самом деле, как я уже сказал, что вот эта информационная волна была, что санкции кто-то будет ослаблять там, и так далее. Вот смотрите, большая сделка, это пресловутая. Вот если будет крымская платформа как клуб, постоянно действующий государств, то можно будет сказать, что смотрите, вот против аннексии Крыма вот столько-то государств. И тут эти государства, если они подпишут какую-то декларацию в рамках этой платформы уже, да, обязательство, что они никогда, ни при каких условиях не будут признавать аннексию Крыма, и будут, это важный будет политический документ, это как союз в защиту Крыма. Да? Это важная межгосударственная такая платформа. Вот что это может будет, если так будет реализовано. Поэтому, когда эта платформа будет, и в ней будут все европейские государства, США, Канада и много кто другой, и они подставят подписи под каким-то документом, то этот документ будет по значимости не хуже, чем Будапештский меморандум. Меморандум — это памятка. А эти государства тоже могут подписать памятку, но которая декларацию какую-то, да? Межгосударственная декларация — это на самом деле сильный документ. Сильный документ, потому что под ним стоят подписи государств. Голосование — это формальные такие процедуры. А вот когда декларация, и она подписана представителями конкретных государств, список, кто и когда подписал, да, это уже серьезный политический инструмент. Но у нас был такой уже документ, который подписали страны и гарантировали нам нашу территориальную целостность. Речь идет о Будапештском меморандуме. Что мы видим? На самом деле, да, Будапештский меморандум не содержал каких-то серьезных механизмов по реагированию. Что обязались государства, его подписавшие? Начать незамедлительно консультации. Ну так они выполнили начало консультаций. Кто же консультации не проводил? Все вот эти многосторонние в разных самых вариантах. Поэтому меморандум, да, это памятка. Знаете, ошибка была. Опять-таки ошибка. И если говорить, что политика — это искусство возможного, то в тех политических условиях был ли возможен полноценный договор международный, пакт о гарантиях территориальной целостности Украины. То есть что такое договор? Договор — это когда подписывается некий документ, в котором четко прописываются все принципы, параметры и конкретные механизмы, реальные действия, да, а не просто в общем начать консультации. Потом этот текст парафируется всеми подписантами. То есть не просто подписывается и ратифицируется парламентами. Тогда это был бы действенный механизм. А так это была памятка. Но, как я уже сказал, памятка в отношении Крыма, да, защита, акт в защиту Крыма, да, или что-то подобное, да, или вот на самом деле это фиксация воли значительной части государств и позиции. И в любом случае с помощью такого документа вернуть Крым вот так не получится, но тем не менее это важный политический инструмент. Вы понимаете? Вот смотрите, давайте сейчас підключимо Володимира Омеляна і продовжимо. Володимир Омелян з нами зараз на прямому зв'язку, екс-міністр інфраструктури України. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю вас, доброго вечора. Доброго вечера. Пане Володимире, вот к вам вопрос вот относительно крымской платформы. Как вы оцениваете инициативу эту? В каком случае международная платформа такая будет эффективной по деоккупации? Прервался, к сожалению, у нас звонок. Попробуйте, пожалуйста, еще раз набрать Владимира Омеляна. Пане Володимире, чуєте нас? Я з вами, да. Ага, пане Володимире, алло. Так, вітаю. У нас просто два Владимира в студии сейчас. Пане Володимире, да, относительно крымской платформы. Вот как вам такая инициатива и в каком случае она будет эффективной?
Ви знаєте, я дуже щасливий, що взагалі питання Криму підіймається. Ми бачимо, що Зеленським і його командою вони завжди Крим хочуть обходити стороною. Але в мене немає впевненості, чи ця влада зможе довести його до кінця. Щодо врегулювання ситуації, безумовно, важливі будь-які ініціативи, які сприяють поверненню Криму до України. А в чем заключается ваше сомнение? Потому что вот президент Зеленский сказал об этом, Кулеба сегодня, Эмine Джипар уже встретилась с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, и мы видим уже со стороны Министерства иностранных дел призывы к разным странам, чтобы те приняли участие в этой платформе. Но все-таки уже какой-то процесс идет, нет? Ну, безперечно, що процес якийсь йде. Який цей процес? Ми бачимо, що вже пройшло 1,5 року з часу того, як Зеленський став президентом, і я би не сказав, що в нього були часті зустрічі з представниками окупованого півострову. Я не бачу чіткого плану дій з боку президента по його імплементації. І ми всі пам'ятаємо поїздку в нормандському форматі, коли він сам визнав, що питання Криму взагалі не підіймалося в рамках переговорів, і тільки було озвучено на прес-конференції дуже коротко. Тому тут дуже важливо, власне, щоб були системні дії. Так, сьогодні у нас є певне піднесення. Я бачу, що і зустріч, і поїздка в Британію теж де проходить успішно для України. І тут треба віддати належне президентові, але знову ж таки, наскільки успішним буде вирішення кримського питання, для мене ще дуже багато запитань. А как вы считаете, вот почему так происходит в вопросе коммуникации с крымскими татарами? Вот недавно было заявление Меджлиса крымско-татарского народа, где указывалось, цитирую, «зависли». Как было написано в заявлении, ряд вопросов относительно Крыма, вопрос решения крымско-татарского вопроса, да, там вот эти законы о внесении изменений в Конституцию Украины, закон о статусе коренного народа и так далее. Вот с чем это связано, как думаете? Ну, ви знаєте, я думаю, що в першу чергу це пов'язано з тим, що Зеленський панічно боїться будь-яким чином дратувати Путіна. Хоча для мене це дивно, тому що президент Зеленський є президентом України. І в ньому в першу чергу мають бути національні питання повернення окупованих і анексованих територій. Друге, я так розумію, що для них це не є, на жаль, питанням першочерговим. Ми бачимо постійні корупційні скандали, питання місцевих виборів. От пан Зеленський, він щодня фактично відвідує різні регіони України. Замість того, щоб зустрітися з Меджлісом і чітко проговорити, призначити відповідальних своїй адміністрації, призначити дійсно дієву робочу групу, яка б щодня робила нехай маленькі, але кроки в правильному напрямку. Цього всього ми не бачимо. Є час від часу лунають новини, що начебто ось ми зрушимо питання з мертвого місця, але насправді, як правильно визначають представники кримськотатарського народу, що воно зависло. Дуже дякую вам, Володимир Омелян, екс-міністр інфраструктури України, був з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, а как вы считаете, сегодня нынешняя украинская власть понимает важность крымско-татарского народа для Украины, для Крыма? Вы знаете, я бы вообще в такой плоскости вопрос не ставил. Вот послушал тоже еще одного вашего гостя. Я думаю, что все гораздо проще обстоит с нынешней властью. Президент Зеленский не политик. Вот если бы он был политиком с опытом профессиональным, да, с каким-то целостным концептуальным видением политики и того, что такое Украина. То есть если бы это была частью его души, а что такое часть души? Это вот многолетний опыт переживания, размышления, обдумывания, да? Возможно, бы у него была какая-то... А он пришел человек не из политики, и ему говорят вот это, он это слушает. Ему говорят это слушает. То есть это просто некомпетентность или что? Я думаю, что это, да, вот проявление того, что сам за себе Зеленский, он не политик профессиональный. И вот это получается некоторая эклектичность, дергание, каждый играет свою игру. Вот смотрите, Ермак, да? Ермак, а на чем больше специализируется? На Донбассе, да? Понятно, что он тему перетягивает на себя. Но я хотел бы в защиту этой власти сказать следующее, что на самом деле действительно нормандский формат не посвящен теме аннексии Крыма. Первое. Много раз и при президенте
Порошенко и при президенте Зеленском попытки обсуждать тему Крыма, они довольно быстро заканчивались на этих нормандских саммитах. Поэтому что делает эта власть? Теоретически делает правильный шаг, когда создает отдельную площадку для Крыма, где бы как раз про Крым все и говорили. И вот они, возможно, я не знаю, что они там, эти люди в Министерстве иностранных дел, в аппарате президента, вкладывают в эту платформу. Вот то, что я вам сказал о необходимости какого-то акта в защиту Крыма или чего-то подобного, то есть который бы подписали официально представители многих государств, это моя чистая идея, экспромт, да, идея. Почему? Потому что я вот говорил, вот посмотрите, в Верховной Раде, когда голосуют, 200 человек за, 300 против, и все. А кто эти люди? Кто эти люди? И там рассказы идут. То есть мы можем посмотреть, кто как голосовал, да? Вот в международной политике то же самое. Вот, Генассамблея ООН там голосуют, да, государство. Ну, это полномочные представители. Руки подняли и опустили, и все, да? Или на кнопочки нажали. А вот такой документ с подписантами, он формализует, и не просто формализует, персонализирует все это. И вот, кстати, если предложить, если начинать платформу создавать, то возможно создать оргкомитет, привлечь туда различные заинтересованные государства, в первую очередь те государства, которые подписывали Будапештский меморандум. То есть Великобритания, я думаю, с целом согласится, Соединенные Штаты будут, Германия, Франция, выработать документ. То есть выработать документ, вообще-то черновик должна подготовить Украина. Вот в консультациях с этими ведущими державами его согласовать, и очень простая механизм формирования крымской платформы, подписание этого документа, факта, да, политического документа, где конкретная политическая позиция излагается, и под ней подписываются все государства. Это был бы такой хороший политический жест. А что касается вот постоянно действующих каких-то консультационных форматов, над этим еще надо думать. Я думаю, что у команды Зеленского есть какие-то идеи, и немало. Но, кстати, что касается изменений в Конституции. При президенте Порошенко крутили, да, вертели, так маневрировали и обещали, и Ну что да. не говорили. Тоже зависло и сейчас. Мы видим, что депутаты занимаются всем чем угодно, а изменения в Конституцию относительно статуса крымских татар как коренного народа, это самое простое, что можно было бы сделать. Просто какие-то нету политической воли и нету, как вам сказать, этого нарратива у политиков, этого объяснения, почему это нужно сделать. Если был бы политик Зеленский, президентом был политик с комплексным пониманием и чистым сердцем, в отличие от того предыдущего нашего президента, который манипулировал. Поэтому, возможно, это уже было реализовано раньше. Что касается, кстати, вот программ. На самом деле, в прошлые разы, может быть, в прошлые годы я говорил или нет, было бы со стороны Украины правильно создать хоть какой-то кусочек крымско-татарской автономии. У нас там население сокращается в стране, да? Вот взять хотя бы рядом с Крымом там 2 района, землю выделить, хотя бы чисто маленький кусочек, да? Принципиально, чтобы продемонстрировать позицию на побережье. Там забыла Троицкий район или какие там, не хочу сейчас, чтобы лишние спекуляции. То есть тоже можно было бы при желании подумать. Но у нас тут какая-то конъюнктурные соображения, какие-то возня. Поэтому я считаю, да, что это слишком красиво со стороны правящих элит по отношению к крымским татарам. Спасибо. Спасибо большое, Володимир Воля, политический... Украина не обеднела бы от того, если бы хотя бы один район чисто символически сделали, вот сказали, вот, крымская автономия, вот, а там дальше еще то, что должны вернуть, большая часть.
Дуже дякую вам. Володимир Воля, політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку. Ну а мы переходим к следующей теме. Надеюсь, сейчас к нам подключится Азербайджан. Будем обсуждать Нагорный Карабах. Там уже вторую неделю продолжаются бои между Азербайджаном и Арменией. Азербайджан обещает прекратить боевые действия, если Армения покинет территорию так называемой Карабахская сторона заявила о готовности пойти на уступки, только если Баку также будет готов уступать. Тем временем вооруженный конфликт приводит все к новым жертвам, в том числе среди мирного населения. Генеральная прокуратура Азербайджана сообщает об увеличении числа убитых в результате обстрелов мирных жителей до 31 человека, раненых 154, говорится в сообщении. Министерство обороны Армении также опубликовало кадры с уничтожением запаса горюче-смазочных материалов азербайджанской армии. Видеозапись на своей странице Facebook показала пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян. На записи виден густой черный дым, поднимающийся с горящего объекта. Вот сейчас можем видеть это видео. В свою очередь, Министерство обороны Азербайджана показало также видео ударов по технике армянской армии. Министерство обороны Азербайджана заявило об обстрелах азербайджанских населенных пунктов вооруженными силами Армении. Есть убитые и раненые, говорится в сообщении. Армия Азербайджана принимает ответные меры. Давайте послушаем цитату Министерства обороны. Вірменські збройні сили зранку обстрілюють села Геранберського, Тертерського і Ахдамського районів. Є вбиті і поранені. Сегодня стало известно, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов приехал в Женеву, чтобы встретиться с председателем Минской группы ОБСЕ. С нами сейчас на прямой связи политический аналитик Али Гаджизаде. Алибей, салям алейкум. Салам, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, расскажите, какие там последние новости у вас? Значит, как вы сказали в своем эфире, продолжается обстрел городов. В том числе продолжается обстрел второго города по населению Азербайджана, это Генджа, с населением около 500 тысяч человек. Продолжается обстрел городов, которые находятся в непосредственной близости к линии соприкосновения, где сейчас идут бои. Это Берде, это Тертер, это некоторые населенные пункты Акчабединского района, это некоторые населенные пункты Бейляганского района, некоторые населенные пункты Агдамского района и так далее. Есть погибшие, есть раненые. Буквально ежечасно меняются данные о раненых, потому что обстрелы продолжаются и поступает все новая информация. А какие последние данные? Значит, по погибшим 34 человека. По раненым около 200. Потом, сегодня произошел очень интересный случай. Одна из армянских ракет попала на территорию Дагестана, на территорию России. К счастью, она разорвалась в пустыре, то есть там ничего такого не повредило, но интересный вот такой факт. До этого армянская сторона пыталась нанести удар по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, но, к счастью, они промахнулись. По поводу дипломатических усилий, да, действительно, министр иностранных дел Азербайджана отбыл в Женеву на встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Честно говоря, я не жду особых результатов от этих переговоров, потому что у меня создается впечатление, что сопредседатели хотят просто заморозить конфликт. Они не заинтересованы в решении. Какова вероятность того, что все-таки будет возобновлен переговорный процесс, и что для этого нужно, чтобы он был возобновлен? Возможно, какие-то условия выдвигает азербайджанская сторона? Азербайджанская сторона 30 лет, как мы с вами до этого уже обсуждали, 30 лет велся так называемый переговорный процесс. Но мы ни к чему не пришли. Каждый раз, когда Минская группа выдвигала какие-то мирные инициативы, Азербайджан на них соглашался. Хотя я вам скажу, что далеко не все эти инициативы соответствовали национальным интересам Азербайджана, но Азербайджан соглашался за это из-за мира, из-за мирного решения.
А армянская сторона постоянно выдвигала дополнительные требования, дополнительные какие-то гарантии, дополнительные уступки и так далее. И весь этот процесс прекратился при Пашиняне тем, что он заявил, что Карабах — это Армения и точка. И после этого они начали там целый ряд провокативных мероприятий, высказываний и так далее делать. Вот и все эти провокации в Карабахе, потом провокации на линии соприкосновения привели к войне. Что касается сейчас переговоров, некоторые люди с армянской стороны говорят, что сейчас нельзя вести переговоры, потому что идут военные действия. Я в корне с этим не согласен, потому что военные действия не помеха для переговоров. История знает очень много примеров, когда шли военные действия, параллельно шли переговоры. Сейчас главная задача армянской стороны — это остановить армянскую армию, чтобы собрать силы и контратаковать. То есть их задача — это контратака, их задача — это не переговоры. Переговоры — это всего лишь предлог, чтобы был остановлен огонь с азербайджанской стороны. Потому что, как вы тоже, наверное, следите, они сдают одну позицию за другой. Есть огромное количество кадров. Вот, кстати, вот кадры, которые вы показываете, это танки, которые были брошены армянской армией, и они сейчас перешли на азербайджанскую сторону. Вот Так, поэтому я не верю в переговоры. Сегодня появилось такое информационное сообщение, что президент Армении Армен Саркисян уволил главу службы национальной безопасности Аргиштык Карамяна, сообщили в пресс-службе армянского лидера. Вот как вы оцениваете эту новость, учитывая, что именно с этим человеком связывали кадровые чистки в структуре СНБ Армении среди специалистов, которые обучались в Российской Федерации? Не тревожный ли это звонок для Азербайджана? Если вы имеете в виду, что они могут вычистить азербайджанскую агентуру, то нет, это не тревожно. Нет. Речь шла о том, что вот многие эксперты в нашей студии говорили, что Россия таким образом, вот выжидающую позицию Российской Федерации объясняют тем, что она таким образом мстит Пашиняну за то, что она там заменила ряд кадров, которые были при власти. И вот сейчас они пытаются вот своей выжидающей позиции гораздо больше его под себя принудить, сделать гораздо больше подчинению его принудить, да, и тем самым вот мы сейчас увидели вот такие вот решения. Может быть, это связано? Безусловно, Кремль озлоблен на Пашиняна. Закрытие русских школ, отключение телеканалов российских, назначение на ключевые должности людей, которых они реальные русофобы, и они это не скрывают. То есть они не то что против России, они конкретно против русского народа и так далее. Такое было, да. И вот этот человек, о котором мы говорим сейчас, глава СМБ, уже бывший, он был на своей должности всего 4 месяца, да. И ему было всего 29 лет. Вы представляете, человек 29 лет возглавляет спецслужбу. И то, что он оттуда вычистил этих пророссийских кадров, которые более-менее, в принципе, были профессиональными и могли что-то делать, смогли работать, несмотря на то, что, да, это были люди Москвы, скорее всего, но у них был определенный опыт. И он их оттуда вычистил, и я думаю, он нам сослужил очень большую службу, за что ему спасибо, как и его, в принципе, премьер-министр. Можно ему дать медаль за заслуги перед Азербайджаном. Ну вот буквально 30 секунд. А какова вероятность того, что Россия вмешается? На данный момент такая вероятность очень низкая, потому что Путин, насколько вы знаете, высказался по этой теме, что военные действия идут на территории другой страны. Чох Сагулна, спасибо вам большое. Олег Аджезаде, политический аналитик, был с нами на прямой связи из Азербайджана. Ну а я на сегодня завершаю информационно-аналитическую программу «Бугунь». Но вы не отключайтесь. Эфир телеканала АТР продолжает программа «Прайм Муждабаев». Оставайтесь первым крымско-татарским. Спорчкенчик.